Уважаемые представители средств массовой информации, общественность Кыргызстана. Буквально в течение получаса я указал о том, что Аида Салянова, депутат Джуркенша Кыргызской Республики, не должна быть лишена своего депутатского мандата. Дело в том, что, как вам известно, 7 февраля 2018 года Бишкекский городской суд оставил решение решение Ленинского районного суда в силе. Что говорит Ленинский районный суд? Я вам зачитаю буквально, а потом мы уже перейдем непосредственно к дискуссии, то есть я доведу до вас свою позицию. Да? Вы знаете, что Ленинский районный суд города Бишкек приговорил Салянову Аиду Денишбековну признать виновной в совершении преступления, предусмотрено статьей 304 УК Кыргызской Республики, и далее. При этом назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества. Но при этом тот же Ленинский городской суд, районный суд, указывает о том, что на основании статьи 72 УК Кыргызской Республики отсрочить отбывание наказания до достижения ребенка Бахтыбек-кызы Алеки, рожденной 18 июля 2015 года рождения, 14-летнего возраста. 14-летний возраст дочери Аиды Саляновой, депутата Джуркенша Аиды Саляновой, наступает в 29 году. То есть, по-другому говоря, Ленинский районный суд отказался от принудительных мер, от исполнения наказания в отношении Аиды Саляновой до 29 года. Что такое отсрочка исполнения приговора? Во всех научных трудах, которые мы подняли за эти выходные, мы обратили внимание, что отсрочка исполнения наказания, это я вам зачитаю прям, да, это мера уголовно-правового характера, связана с временным отказом государства от применения принудительных мер ввиду различного рода обстоятельств. Ну, в данном случае, допустим, у Аиды Саляновой идет уход за ребенком, за малолетним ребенком, которому на сегодняшний день всего лишь 2,5 года. Да? То есть делающих применение наказаний в данный момент нецелесообразно. То есть государство, Кыргызстан, в лице суда само отказалось от исполнения наказания в отношении Аиды Саляновой от принудительных мер. Включая, что такое принудительные меры? Когда Аида Салянова будет ограничена в свободе и тому подобных вещей. Да? То есть до 29 года Аида Салянова, она считается судимой. Но вместе с тем она является полноправным гражданином на территории Кыргызской Республики. Да? Она обладает такими же конституционными правами, что и другие граждане Кыргызской Республики. Вместе с тем, конечно, вы можете задать и указать о том, что, а как быть? Но просто вы поймите одну вещь, что Аида Салянова, да и вообще любой другой гражданин, являющийся воспитывающего ребенка, то есть воспитывающий ребенка непосредственно, да, то есть в данном случае у нее ребенок, которому всего лишь 2,5 года, до 14 лет никакие меры в отношении нее не применяются абсолютно. Поэтому именно в силу этих обстоятельств Центральная избирательная комиссия не имеет права лишать Аиду Салянову депутатского мандата. И этот вопрос должен быть оставлен до 29 года, то есть до момента начала исполнения наказания, то есть если оно таковым будет, если, допустим, Верховный суд в последующем или вообще когда-нибудь суд не отменит данное решение. А изменить данное решение, согласно законодательству, можно только в одном случае. Суд может только в одном случае. Это когда Аида Салянова уклонится, либо откажется от воспитания своего ребенка и так далее. Конечно, Центральная избирательная комиссия, опять-таки повторюсь, будет ссылаться на норму о том, что согласно той же самой Конституции у Центральной избирательной комиссии есть прямые полномочия, когда вступает в силу обвинительный приговор, то идет досрочное прекращение полномочий. Но вместе с тем Центральная избирательная комиссия должна обратить внимание на другое. Статья 36 той же самой Конституции, на которую они ссылаются, именно глава, предусматривающая права и свободы человека и гражданина, указывает о том, что ответственность за обеспечение условий жизни, необходимых для развития ребенка,
несет каждый из родителей или другие лица, воспитывающие ребенка, да, в пределах своих способностей и финансовых возможностей. Каким образом Аида Солянова будет обеспечивать своего ребенка, если она будет лишена всех трудовых прав? А в данном случае трудовые права, они затрагивают и нахождение ее на должности депутата Джуркенша Кыргызской Республики. Безусловно, конечно, вы можете опять-таки задаться вопросом, а как быть в 2020 году на очередных выборах, пойдет ли Солянова на выборы, это вопрос совершенно другой. Но в данном случае Центральная избирательная комиссия не имеет права досрочно прекращать ее полномочия. Я, если будут вопросы, готов на них ответить, готов в индивидуальности связаться с вами и разъяснить, что я под этим понимаю. Я, в принципе, все донес и рассказал, поэтому я, скорее всего, прекращаю эфир, поскольку и 24-ка приглашает